Всем привет! Сегодня сделаем вот такой примерно логотип. И логотип будут использовать для какой-то компании. Но я покажу пример просто логотипа, да? И применим его, получается, для, например, меню, этот же логотип, да? Для вывески, может быть, и для, например, для вывески, и чтобы повесить где-то у себя, вот, например, заведение, да, везде используется этот логотип, и покажу, как получается их всех поставить. И если у вас получается, вы захотите поменять, например, шрифт, либо поменять, например, размер шрифта, покажу, как это делать, чтобы везде было не по отдельности, а сразу на всех сделать одинаковые изменения. Так, давайте сперва сделаем наш логотип. Примерно простой такой логотип сделаем, потому что основная наша цель показать вам, как сделать, получается, вот изменения, да? Так, создаем. Вообще можно любой выбрать, но я выбираю альбомный, чтобы было лучше. Так, давайте немножко тут приблизим и сделаем наш логотип. Сделаем мы логотип шаурмы. Так. Заливку делаю белой. И добавляю обводку. Обводку где-то сделаем немножко похожий на оранжевый, да. Шире обводку. Здесь получается вот с правой стороны можно обводку сделать пошире. Так, давайте здесь посмотрим, какой стоит. Обводка 0,7. Здесь у нас получилось шире. Давайте сделаем тоже. Где-то можно один даже, да? Так, мы повторяем неровно, примерно повторяем. Так, и теперь мы можем его вырезать таким способом, чтобы сделать, вот, например, квадрат и сделать его изогнутым, да? Но я покажу сегодня подобрать вот квадрат. Поставить его так и под углом, да, сделать как до этого на других видео мы делали. Но сегодня покажу еще один способ, как сделать изогнутым его. Так, не таким способом. Превращаем наши фигуры в кривые, преобразовать в кривые. Нажимаем на инструмент угол. И вот этот здесь добавляем еще один угол. Так, и этот угол выделяем и удаляем. У нас получается скос. Так как у нас стоит вот привязка, мы сможем здесь еще сделать так, вот кармашек, да, как здесь получается. Так, для этого берем перо и рисуем кармашек. Можно как треугольник сделать, на самом деле можно еще и по-другому. Заливку старайтесь выбирать белую, чтобы было удобнее, потому что мы будем сзади него делать фигуры, и чтобы заливка была, чтобы фигуры были непрозрачны. Чтобы она была непрозрачной, да, чтобы прикрывала. Так, теперь удалим это все. Смотрим. Так, надо его, получается, немножко подвинуть вверх, ровно по линии, чтобы было. Можно приблизить и увидеть, где у нас ровная линия, да, выходящая. Так, сделаем еще
здесь линии. Посередке справа делаю линию. Потом эту кривую я просто дублирую и поставлю в разные стороны. Так, здесь у нас 3,5. 3,5. Так, можно их сразу сгруппировать, эти линии. Так, чтобы выделить, нажимаем Shift. Если выделяете вот на листе, Shift и сгруппировать, да, чтобы если их и придвигать, чтобы придвигать их вместе, да. Так, теперь здесь сзади делаем лист салата. Тоже воспользуемся пером. Так. Точка здесь. Линию. Здесь. Здесь одну точку. И тут. Так, линию сделаем такой. И теперь через угол преобразовываем нашу шаурму на лист, чтобы он был как-то так, что ли. Примерно так. Так. Здесь можно, например, чтобы углы не были такими острыми, мы можем их скруглить вот через инструмент. Вот узел, вот угол, да, я их иногда путаю, извините. Так, можем через угол сгладить угол наш, да, как бы. В принципе, примерно так. Так, еще сделаем палочку, да. Ну, это типа что-то будет, что не знаю, но это у нас подвинем его вниз, чтобы за шаурмой был, да. Но при этом кривая у нас, как видите, она без заливки, просто линии, поэтому здесь просвечивает, как бы, да. Здесь у нас еще кругляшочки были, да. Так, ну это как что-то ингредиент, что ли, можно сказать, да. Можно немножко увеличить. Так, здесь тоже какой-нибудь листочек. Да, что-то вот примерно такое. Немножко по-другому вышла, но ничего, она у нас более такая крупная стала, да. Так, вот эту кривую я хочу немножко пониже сделать. Вот у нас готовая шаурма. Теперь все наши объекты мы их, получается, группируем. Для этого нажимаю вот самый низ, Shift и на самый верхний слой. Тогда у нас выделяются все объекты сразу, и мы группируем их. Так, теперь
теперь мы тогда можем, получается, нашу шаурму двигать. И я хочу его зафиксировать. Тогда она будет стоять только здесь. Но пока фиксацию уберу, потому что сделаю еще тут поверх него квадрат. Помещу его в самый центр этого квадрата. Шаурму нашу. И с края должна сделать изогнутые линии. Ну вот с края, чтобы ровные линии были. Так, как видите, ровно середка, да? Так, хорошо. Теперь вот я вижу, что у меня тут скосился. Открываю сгруппированный объект. И нахожу мой треугольник. Так, здесь все в порядке. Так, кармашек нормально, все. Так, можем его зафиксировать. Так, нет прямоугольник, а сгруппированный наш объект. Зафиксировать, чтобы он у нас не двигался, да? Так, найти середину и делаем линии. Линии я сделала через прямоугольник, да, так. Сливку выбираю, так, черную и обводку убираю вообще полностью. Так, делаю его уже. И в центр. Нашего прямоугольника. Давайте сделаем еще уже. Тоже поместим. Центр меняется. Дублирую. И помещу его с обратной стороны еще поставлю. Так, теперь вот эти линии, если на листе выделяю, тогда через Shift выделяем и их тоже группируем, чтобы не менялись. Так, и фиксируем. А прямоугольник, он нам нужен был, чтобы для фиксации вот линии, я удаляю. Все. Так, шаурму мы сделали. Теперь снизу добавлю надписи. Ну, так. Компания. Да. Так, и еще один добавлю. Здесь ваш салон. Выбираю в типографике, захожу и выбираю все прописные. И вот здесь тоже все прописные. Закрыть. Вот это сделать наоборот и поменьше. Этот увеличить намного. Так. Посередке и посередке. Так, вот мы логотип уже сделали. Выделяем все наши объекты. Так как они фиксированные, я их не могу, получается, выделить на экране. И выделяю в слоях через Ctrl. Тогда вот все по отдельности можно выделять. Так, выделяю и их тоже все группирую. И здесь, например, сделаю рядом. Так. Сделаю его поменьше сперва, потом сделаю здесь место для меню, как бы, да, например. Это у нас вывеска будет, и здесь, чтобы повесить где-то у себя в заведении, да. Так. Убираю логотип. Так, ой, нажать не могу. Так,
захожу вот в представление, студию, так, вкладка студия и символы, извините, представление, студия, символы. Вот здесь получается, нажимаю на свой сгруппированный объект, давайте я его нажму, так, не шаурма, а логотип. Сделать было проще. Так, выделяю наш логотип и создать символ. Я вот создала логотип. Теперь копирую наш объект. Здесь поставлю. Так, еще один сюда, еще один сюда. Вот этот объект подвинуть вверх. Так, здесь у нас получается чуть поменьше будет логотип, да? Например, середки здесь так с краю. И здесь увеличу его. Наоборот. Так, давайте. Как видите, изменения, которые я делаю вот здесь, у меня, получается, появляются и в других версиях, да, скопированных. Вот так работает у нас так, символы, да, то есть мы можем логотип менять только главное в одном из них, и оно, получается, будет меняться везде. Так, например, вот компания. Я меняю размер, и вы увидите, изменения происходят везде, да, как бы. Так, можно отменить через Ctrl-Z. Также можно поменять, получается, тут шрифт, например, да. Так, если мы здесь поменяем шрифт, открываю. Выбираем, например, вот такой шрифт, да, и у нас везде, получается, уже меняется наш шрифт. Так, а теперь, да, например, вам надо поменять цвет именно на одном образце, а у вас уже, получается, если вы здесь поменяете, то здесь будет, везде будет, например, красный, да, как бы, если цвет, например, слова компании измените, да, можете тогда, получается, пока вот синхронизацию убрать, да, убираете синхронизацию и здесь меняете цвета. Так. Так. Здесь, например, поменяем цвет компании, да, например, на красный, и линию также поменяем на такой же цвет. Выбираем пипетку, выбираете тут галочку, прикрепить, применить к выделенному, да. Так, пипетка у нас красная, выбираем вот эту линию, у нас она получается так. Это у нас какой из открытый, вот открытый, вот наши линии, и применяйте к нашим линиям, тогда у нас линии тоже красные.
Да, видите, изменения произошли только здесь. Теперь переходим на другой логотип. Так, здесь давайте цвет поменяем компании на синий. Так, выбираем пипетку, применяем так, цвет, выбираем линии наши и тоже, если я тут поменяю, так, применить длину. Так, и последний логотип. Так, компания. Так, меняем на типа зеленый и так, объект. Линии тоже сделаем зелеными. Все. Так, теперь у нас произошли изменения только вот здесь, а потом обратно синхронизацию включаем. Но в этой ситуации вы уже не сможете, например, применить изменения, вот, например, стиля текста, да, например, он произойдет только вот здесь. Но вы можете уже, в принципе, увеличивать размер, да, как бы повороты использовать. И вот в слогане, да, так как мы его не трогали, здесь можете, например, менять стиль. Да, вот стиль шрифта можете менять, все остальное. Вот. Все, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.